Кто-то только приходит в эту жизнь, а кто-то из нее уходит. Это неоспоримая истина. Для мусульман загробный мир – первые врата вечной жизни. Как говорится в Священном Коране, Всевышний сотворил человека как самое прекрасное и почитаемое создание из всех его творений. Поэтому, как уважаемые люди при жизни, так и умершие достойны уважения и почтения. В этой связи уход за могилами, где захоронены тела усопших, соблюдение чистоты в местах захоронения, бережное отношение к кладбищам является обязанностью живых. Реконструкция кладбищ в Ингушетии началась весной этого года в рамках договоренности главы республики Махмуда Али Калиматова с основателем фонда «Совмар» Микаилом Гуцериевым. На данный момент 40 кладбищ охватили делом. Это программа 23 года. Из них 7 православных и 33 мусульманских кладбищ, которые мы сегодня делаем реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт, можно сказать. Охват идет полностью по всей республике. Но в дальнейшем у нас есть программы на 24 год, 25 сделать полностью все кладбища, которые есть в республике, как мусульманские, так и православных. Православных осталось еще 3 кладбища, которые нужно сделать. И то, что касается мусульманских, то есть 24-25 год мы полностью по всей республике закончим эти работы. То, что касается кладбищ. Потом мы сейчас начинаем делать мемориал жертвам 1992 года Гуазут Кашмыш. Приступили к этим работам сегодня. Сделали эскизы, проекты сделали. Правительство согласовало уже этот проект. Работы по ним тоже уже начали сделать. Это большое, огромное кладбище, для нас имеющее очень большое значение. Поэтому там тоже будет проводиться очень капитальный ремонт. То есть там не просто реконструкция будет, там капитальный ремонт, там будет очень сильно большая переделка. Бережное отношение к местам захоронения предков – это неотъемлемая часть культуры общества. Поэтому в Ингушетии, народ, который славится уважительным отношением к своему прошлому, кладбища должны содержаться в идеальном порядке. Последний раз такая масштабная реконструкция проводилась еще в советские годы. С тех пор здесь все пришло в запустение. Первое, это, если, допустим, взять православные кладбища, там непроходимые джунгли были, там десятками, даже есть 50 лет ни один человек не заходил, и там ничего не убиралось. За столько лет там вырос сорняк, это не сорняк, это деревья, огромные кусты. Поэтому идет вырубка, полностью очищается вся территория, то, что не нужно, большие деревья оставляем мы. Поправляются сами могилы, полностью везде ставятся кресты на православных кладбищах, красится где нужно, то есть обновляется полностью. По территории, то есть по периметру забор полностью меняется, ворота, забор, внутри здания, где 12 квадратов, где 16 для хранения инвентаря. Перед въездом делается площадка там, для людей, для машин. Внутри, где позволяет территория, делается площадка также для людей. Тротуарные дорожки внутри будут проходить. Потом, где нужно, делается, помимо инвентарных домиков, делаются на православных беседки, чтобы они могли приехать, посидеть там, помянуть своих близких, там, родственников, кто у них там захоронен. То есть идет полностью обхват всех, все виды работ. Наша съемочная группа выехала в несколько городов и сел региона и понаблюдала за ходом строительных работ. Итак, на территории Карабулака с населением более 43 тысяч человек находится 2 кладбища, которые сегодня благоустраиваются. На всей территории мусульманского кладбища, а это около 10 гектаров земли, практически завершено строительство ограды. Для удобств граждан с 4 сторон установят въездные ворота, благоустроят и заасфальтируют внутреннюю и подъездную дорогу, построено помещение для хранения инвентаря и оказано содействие в освещении территории. Сегодня у нас здесь проводится работа по установлению ограды, уже в принципе завершена. Сейчас проводится работа по благоустройству самой территории, по благоустройству домика, который у нас там расположено, где у нас хранится инвентарь и необходимые вещи. Освещение, которое здесь расположено, мы не могли себе позволить заменить приборы освещения. Данные работы тоже благотворительным фондом проведены. Муниципальный бюджет не мог себе позволить таких затрат, но благодаря той работе, которая сегодня проводится, и у нас появилось и освещение появилось, и новое ограждение, и все работы проводятся на очень хорошем, на качественном уровне. Трудно поверить, что еще совсем недавно на этом месте был густой лес. Отсутствие подъездной дороги очень затрудняло процесс захоронения. Была проведена колоссальная работа по благоустройству стоянки.
دا işte جاخوجدن ياق كماج لوروزن دا كماج ينق بوه بنداره كلاج واج ينق بوه بندار ادلنا ها اذا كرت يخدم وكشمش لا işte ينق بقاب ويرتش ناخت وكشمش كاج بناخ دغدولج دهان цан фохет شو فохет مشتخت شو تاقش ارياز بوج وبلخ شو ارياز بوج به işte شو баргуш без يبوخ بخوز بوزлатыжды. Активно ведется работа по благоустройству православного кладбища, где помимо других работ красятся и меняются более 100 деревянных крестов, устанавливаются беседки, меняется забор. Внутри кладбища прокладывается дорога и тротуар. На территории кладбища, православного кладбища, где у нас тоже проводится благоустройство с заменой ограды, также проведена реконструкция, полная реконструкция мест воинского захоронения, как захоронения Великой Отечественной войны, так и гражданской войны. Работа выполнена очень качественно, очень красиво. Более того, очень часто у нас поступало обращение от русскоязычного населения по организации комнаты для хранения инвентаря, также для проведения религиозных своих обрядов и навеса. Все эти работы, все пожелания русскоязычного населения представителями благотворительного фонда «Сафмар» удовлетворяются. Своими усилиями руководства администрации мы ранее пытались как-то изменить общий вид захоронения, но мало что получалось сделать, сетует смотритель кладбища, который работает здесь не один год. На протяжении 6 лет своими усилиями жителей города, администрации, помощь, мы пытались его изменить. Но той помощи, которую мы сюда вкладывали, направляли, нам ее было недостаточно. На сегодняшний день у нас появилась такая возможность. Благодаря главе республики, благодаря благотворительному фонду, искренне хочу поблагодарить Гуцериева Микаила Саварбековича за внимание, уделенное кладбищу республики, непосредственно православным кладбищам нашего населенного пункта города Карабулак. Сегодня очень большой процент работы сделанный, и мы искренне русскоязычное население, проживающее на территории республики, благодарны этому вниманию. Много теплых слов прозвучало и от русскоязычного населения, где кроме слов благодарности в адрес главы региона и руководства благотворительного фонда звучала искренняя любовь к своему городу. Мы коренные жители города Карабулак. Мои родители здесь похоронены, и бабушка, все мои родственники, родные, все люди мои, все похоронены здесь. У меня родной дядя, участник войны, герой, и он похоронен здесь. Даже было страшно прийти сюда. Боялись змей, да и вообще просто собаки здесь. А сейчас у нас огородили, благоустраивается, травы поменьше стало. Вот. И сейчас я посмотрела, что там намного красивее, лучше. Лишнюю траву убирают, вот эти все заросли, деревья уже, которые старые. Мы довольны очень. Любим Карабулак, люблю очень свой Карабулак и Ингушетию, конечно. Хочу выразить благодарность от всех жителей Карабулака, русскоязычного населения. В одном из самых живописных мест республики, в сельском поселении Яндари, расположено кладбище общей площадью более 6 гектаров земли. Это дом каждого в селе, который находится, это мы конечный дом всех, поэтому мы его на самом хорошем месте положили. В свое время то же самое Гуцериев Микаил тогда облагородил этот забор, все тогда было сделано. И сейчас опять, как мы видим, расширили и сделали красивый забор, фундамент и все вокруг. Более того, сделали отопление в доме, в кладбищенском доме. Теплую воду сделали, и полный ремонт дома. И въезд в кладбище, тоже площадка заасфальтировали. И сделали то, что мы попросили, то, что нужно нам. Все, они это до сих пор продолжают, еще не закончили эту работу. Так что люди довольные. Хотелось бы поблагодарить и главу республики, и благотворительный фонд от всего села. Хочу поблагодарить их. На территории города Сунжи, где численность населения составляет более 63 тысяч человек, находится 2 кладбища. По рассказам старожилов, в 1959 году первый человек, который был похоронен на мусульманском кладбище, была маленькая девочка. В то время здесь был наспех сооружен забор. С тех пор мало что изменилось, и только сейчас, спустя более 50 лет, благодаря руководству региона и главе фонда «Сафмар», активно и качественно ведутся работы по благоустройству кладбища. В 1959 году
دو سانگ سایه دایور اگر وقتش سایه دایور توان کرد یاروس گلاس کوز میانگ بیری داغش میانگ بیری از دو نزی باقیز داغش استایز 2 meter 3 meter آخر اسکرتی روحوس اگر اسکرتی روحوس هنز کرد یا اسکرتی ارتون او تیز قول حالی کرد کل ده زالیس حکلوس بارمز دوروس استیارتون تیه کرد هنزر کرد هنزر زالی ارشان بین برگزم دیر نخشيت بابوزني اشتناها حبود شو واش خوش خيتش تشتيقر والله دير دوك ديل موديل خوش حق دينا حبين او ديلا است حبين او اخين وهاوس يميل شين صار 8 متر دايو مقصقا ير والله دير ابوخ بو بشهر ويا دوسر مودا شو ابوخ بو بشهر تون جت ديك خيتش تون يرتا ديك خيت مسني بركل ميا يبو حبول باتين بركل يا هو باتشا بركل يا هو غوتري بركل يا هو دير حدي تخوت خاشت مقدار حدي خيرتر نخ رياضة ولا يرت رياضة ولا خاص بوخ هر حدا الله يمل خلق من لديه تاع الشيء باتش دي شايش واش كرد اخوش ماشي عند عدو جاتي يشط حياي كرتش يشط حياي جدي هنا سقدي هنا مش دول دو مش صحاجي عشت تصدوالش ديك تشك يعني اترير حت اوس حبيا بوخ دا باتنت مولدوش باتنت اوس لوط حاجه كدي هنا تشيغتا ارمتور قدر اوس حمل بيا بوخ ديك بيا بوخ يا حشلة بولدي هنا حشد هذه تسال دي هنا روح تريتوري تكون حتكون تقدر يا خيتر هذه اشتدوق لا حشلة تطلع سبب فتش هذا يا رياض خلق أخيت من الله تقولي دال دي بولتز أخشى سقي أخ سودا متجي بتير شي كيرتس بوبل حد واس دال حتى هيدا خدته الشيء حتى هيدا رزق شي ملا وارد عدغي تخوش السنة عشتة دال رياض خلصن الله رياض خلصن. Забор с фундаментом, установка въездных ворот, помещение для хозяйственных принадлежностей, покос сорняков и травы, покраска и замена крестов, благоустройство близлежащей территории, площадок, тротуарных дорожек. Эти и другие работы активно ведутся на территории более 4 гектаров земли православного кладбища города Сунжи. Но самое главное, здесь, как и по всей республике, в первую очередь учитываются пожелания жителей. Мы находимся сейчас на улице Висаитова в городе Сунжи. Здесь у нас находится в одной из центральных частей города православное кладбище. У нас в настоящее время идет благоустройство как православного кладбища, так и мусульманского кладбища. Ранее кладбище православное, кладбище в основном принципе у нас было в довольно неприглядном состоянии. К большому сожалению, силами муниципалитета проводить такие работы было достаточно проблематично. Это объемные работы и большие затраты денежных средств. Мы очень довольны качеством работы. Подход к выполнению работ он неформальный. То есть и фундамент, если раньше фундамент, который был залит на кладбище, был шириной около 20 сантиметров, то сейчас уже это более 40 сантиметров, как сам фундамент, и высоту, и ширину, и укрепление, и забор, ограждение, то есть и подход к качеству выполнения работы и к внешнему дизайну очень хороший, мы в целом довольны. Хотелось бы поблагодарить главу республики за то, что была проведена большая работа с инвесторами, с благотворительным фондом «Софмар», который взял на себя эту работу как на территории города Сунжи, так и на территории всей республики. В сельском поселении Троицкое, основанном в 1845 году, находится 2 кладбища. На данный момент полным ходом идет благоустройство православного кладбища. Православное кладбище у нас тут ведутся работы ограждения, благоустройства кладбища. Работа очень хорошо делается. Ребята работают, материал все есть у них, контролирует атаман республики, постоянно бывает здесь. Многие памятники обрушились, давно потеряли былой вид, а пробираться к ним сквозь дебри и заросли задача не из простых, комментируют жители состояния кладбища. Работа активно ведется, рабочие практически очистили территорию от сорняков и старых деревьев. Здесь, как и на других христианских кладбищах, идет покраска и замена крестов, установление беседок, помещений для хозпринадлежностей, благоустройство прилегающей территории и многое другое. Сдача объекта планируется в течение 2 месяцев. Сейчас вот мы стоим на Троицком кладбище. Здесь все было в запущенном состоянии, здесь все было заросшее. Здесь будет все коситься, вся трава будет скашиваться, все деревья, которые, кроме туи, вековых деревьев, все остальное это будет зачищаться. Работа масштабная ведется. На территории Республики Ингушетия у нас находится сейчас 9 православных кладбищ, из 9 7 облагоустраивается полностью, также все чистится, заборы,
все делается, все для русскоязычного населения. В сельском поселении Икажево Назрановского района находится 16 мусульманских кладбищ, в 7 из которых полным ходом идут реконструкционные работы. Остальные 9 будут сданы до конца 2025 года. Обустраивается уже 7 кладбищ больших, объемных. И то, что осталось, они будут благоустроены в дальнейшем. Претензий к качеству у нас нету. Ребята работают, все делается в идеальной норме, все хорошо. Весхан ждал, Бенчаря, Динчаря, Масаря дал, Шихах этим болцан дал, Гештол дал, Ялсмашиниз болпыш. Везуахан ждал, Еты пар Беркат и Гулок, да Хош Болчан, дал Беркат Саудахлт, дал Иман Саудахлт цар. Дел Ряз Холмасина. Еще в начале 2000-х годов Микаил Гуцериев благоустроил практически все кладбища в регионе. С тех пор жители пытались своими силами поддержать состояние кладбищ в надлежащем виде, но мало что удавалось. Сейчас наравне с другими активно обустраивается и кладбище в сельском поселении Алиюрт. Каждый же в 2000 году, когда туади дал карточ хамажай, губях, касаться ахингаяр, ахисайр, сижсон. Дуахан же хамдачулер картцахалара. Губяха карта я что губяха территорию подъезд обустроить дят кашмишка комнаты я личный хам авати качوا хигат ау шинкабета хадя дол мостер уж готик эшкин что му мостер рашидит я полностью халбор баняк саш тхал самашин ма йохлус сыртыл халгада хант изнек балм дака када ширбе полностью обустроить. Я танама варата, шинама варата, жалата цирка, ханшина хана подходы жай. Хабижлат чего шей бол качественно был цену бяб, хоз бяб, цахули мусор хам яч, шейнтех ма порядок личный, сам мусор хам шейнтех цеют, аккуратно бяб, хабиж бол. Уюрт я же царь маркаж мздат. Хачуан густай пар, я карт хаяй зворотыш, хаяй на каритке изадет, хамардач утти изди лард. Капитаны елай орда елар. Она кайгиз бол без бокрыз барбеймс качественно дикага материал даяр итрестиш. Хадис да карта елаларды цца хадис ногдот зулжо капитан да елай. Ахшам кодядат оз. Да л qabl saadult oz ist malhan jo qamal higa jo oz مالين شو ديال رياس خال بركة خالت كشمش مدية بين نغبوك موت يقر مل بقدر يالش دا الخط مل جو مل دا سادول تهار. Расширена и общая площадь территории кладбища в сельском поселении Псидах, что немаловажно для села с 7000-ным населением и единственным местом захоронения. Здесь, как и по всей республике, активно ведутся работы по всем направлениям. Ведутся работы по расширению общей территории кладбища, что немаловажно было для жителей села, так как действующая территория была практически заполнена. В скором времени должны приехать бригада для заасфальтирования территории, для стоянки машин. И это только всего лишь малая часть от запланированных преобразований. В настоящее время уже проведенные работы — это залили фундамент общей протяженностью 180 метров, полностью огородили территорию. Также сеткой рябится заднюю часть территории. Площадь огороженной территории составляет около 2 гектаров. Также планируется заасфальтировать территорию для стоянки автомашин, и тротуарная дорожка будет сделана в скором времени. Успешная реализация этого значимого проекта для жителей села была бы невозможна без участия главы Республики Ингушетия Махмуда Али Макшариповича, без участия Микаила Гуцериева. Нам отрадно наблюдать, что они носят неоценимый вклад в развитие нашей республики, сохраняют традиции меценатства. От имени жителей села, от имени духовенства, от себя лично хотел бы выразить огромную сердечную благодарность всем тем, кто принимает участие в благоустройстве сельских кладбищ и не только. Все это делается, учитывая мнение жителей села, духовенства села. Большой объем работы проводится и в сельском поселении Сагапши, где общая площадь единственного кладбища составляет более 22 гектаров земли. 22 гектара лятыр. Тагына карт мыштери алчы. Сеточный картер тоз дуахан хамчиюлуч халу ярметик. Хансон гуштей пари тагына
خوز بسر حقا برونز حقا ديكيتش دا تباغش بوش نيا كومو متك حيايوس نتاخن يكوم دير نخ باخ دوق قدم دولش كنت ازر سقواخ ويرت حلود انت حمل وجا متك يستي يعني خير تلقى وتسحن كده اوس حتقواتش بوش يمتك وجا كديش ديتا هاد او بيلها شمش تيازو خويها اغور يازو وقت غيرت دي خرج ديكا بوش سبيشاليست زاوش لا بوخ شد قد تينو ساخان والله بالله شوتيس والله دي بوم بخر بيرلاحتر شوتيس والله ماشين ديخ ورت وول داوش حقوش شو حقيقة اخر بيربو بوبي والله وصو بيبوش ابو بو اخر بي الزوال يتشبش على رياس خلط اويش بيكل دير صوت او يورتر ده او يورت داخل ده تخيكش مشكو على هم ده ديتي ساكنا بقد ما تت تخي دوغلاز اشتباط داخل ده تخبلها دوغلاز تكون طلعت وصك ديكو ديال رياس خول مثلا يرم دال دات شاش حبر بو ديك بو كاش نبو تحسقو قحمد تشديرش تكون اغلقو آقا صوت دقر ويرت باهر باش ناخا شيت أني جات سمو كرتقنها يردوخ بوخ شكل متر كرتير تنيس خواج باسر وبلغا غود сардер дал юэльсан дал мершил болбыш. Конечный пункт нашего назначения – сельское поселение Средние Очелуки. В селе 3 мусульманских кладбищ. На данный момент на одном из них, как и везде по республике, ведутся работы по прокладке подъездной дороги, тротуаров, забора с фундаментом, устанавливаются ворота с нанесением одной из долгосрочных автомобильных красок. Красиво, добротно, долговечно. А самое главное, животные теперь на территорию кладбища проникать не будут. تاخن بيجوب ياخذ بارجش مت جوج مدير حيز لات كارت اشوت لات فندامنت او نخ رياض بولش خوز مت خوز يا بجوج مدير مش ادعي وقت جو ماتيريال كاتشن خلر دعتو جو بصر اوتوموبيل خلر حم قوتش ديش تاخن يبول حبيت جوالج بوسا او بركل ولش ساندينا بوكسوس بياباس ماتيريال خلراي ايش دو حمن اخشن قدر شيدر توش خن مسد качество работы وين مستن баргуж меди отчет جو марк 200 اقدر تحيو بتون صناعه حيجو كرت ومخدان محمود علي مكشري بوتش دكتور دال قابل صاغ دولتسن تاغن امولغ بسكري ان دوق بلقش حادات دوقش مش ابو سروي دامتك جميرش تاغن ممكن صوري كش دوق بركل الله جوار سيجر يرت باغ ناغر ريونغر قبل صادول صار وسقمل هيجاتشو يديت عندك مولدي хачо таган ози бог бейтачана. Более того, для удобства жителей села и учитывая их пожелания, благоустроена подъездная дорога, которая в проекте не значилась. Качественно, дик, даяныштей пар, с пониманием дивна, хам хадият тагардиен. Хоз не ахсанна дивна, баркл алди, жнах бирж ди, хани аж дивна, агар хабар хоз бог бу. Дакал дивна, عنص بوت حد بو ينق دивنا. بولنس اسفلتيرونو خو بول جحلش كت بلاشات اسفلتيرونو خو جولج دينا از موست دينا حديات تيك موست داتر دينا ديغ كيكدن 10 غالات از موست تحشيش درت دينا از دي نسبواتش دينا صدق اخش دي موست جميع دينا از موست حنس حادي دينا تيك دا حلبه نقبه بولنس دينا غرافي عابلا كيتش بلاتش بي نق ديك اتا مبالغه اسفلت عبل بيان تهادي Мосай вчера юрт низцани дим хваште дош хамадацери в принципе дим юрт очил кайнг мой местна бар меткит хер бадыр ялч азмо часак дел ахетн гуш свялч жоряз долужды дукан чадиан оагдиан планируйте хамадари дим не дач кварлята дер ханзалч алла ряз ху заг дихачин мелдичин юрт моса гут ряз долужды хедел ахетн цани. Въездные ворота и калитки, подъездные дороги, расширение территории, покос травы, сорняков, вырубка старых деревьев, бережное восстановление памятников и надгробий, покраска и замена крестов, забор с фундаментом, улучшение инфраструктуры, обустройство дорожек и тропинок, строительство помещения для инвентаря и ритуального дома, беседок, а также установление столбов и подача электричества – это не весь перечень работ, запланированного в рамках данного масштабного проекта. Таким образом, до конца текущего года приведут порядок 33 мусульманских и 7 православных кладбищ. В следующем году будут благоустроены все остальные захоронения в республике. И все это стало возможным благодаря договоренности главы республики Махмуд Али Калиматова с основателем фонда «Савмар» Микаилом Гуцериевым. Кашмуш, они, состояние было прям и подъехать, нету стоянки, нету, остановить машину где. Лаза, кашмуш.
там же тоже не было ни стоянки, ни стад, ни все. Сейчас туда уходит не 1 десяток миллионов. Поэтому было принято решение, на сегодняшний день были 30 мусульманских, кашмужди, и более 7 православных христианских кладбищ. Потому что мы не должны отделять. Мы здесь живем и уважаем друг друга, и будем уважать. В этом году выделили на все 1 миллиард рублей фондом Сафмар. Поэтому сегодня, если говорить, мы должны очень ответственно отнестись к ответственному человеку, Гуцериеву Михаилу Савакбековичу, и его фонду. Я думаю, что вы разочаруетесь в нас, убежден в этом. Я думаю, у нас все будет хорошо. Кладбище – это не просто территория для погребения умерших, а особое сакральное пространство упокоения человека, храм памяти народа. В Ингушетии всегда бережно относились к кладбищам, и мы, как верующие и богобоязненные люди, должны священно относиться к местам захоронения своих предков. Нельзя забывать, что жизнь каждого из нас неизбежно придет к своему завершению, и мы будем погребены в землю, и наша могила останется единственным местом, напоминающим живым о нас. И сегодня, благодаря кропотливому труду главы региона Махмуда Али Калиматова и основателя благотворительного фонда Сафмар Михаилу Гуцериеву, эти места становятся благоустроенными и ухоженными.